Мифология, она, может, даже мифотворчество, ну и мифология тоже. Да, ну, то есть, да, открытое пространство, где можно прийти и обсуждать дальше. Ну, и в этом доме там в свое время обсуждали уже всякие значимые для города проекты, ну, как бы проектировали этот город и думали о судьбах там людей и о пространстве об этом. Хотелось возобновить это, опять чтобы все передовые мысли и жертвы как бы стекали здесь, в какой-то общий котел. У меня был вопрос по поводу твоей художественной практики. То есть, ну, по моим наблюдениям, ты к такому активному занятию деревянной скульптурой пришел, в общем, недавно. То есть, как бы Архим Ханыхов стал вообще на выставках, да, как самостоятельным художником, не только вот составя творческой группы, а именно самостоятельным художником. И, то есть, твой образ — это вот деревянная скульптура. То есть, как быстро произошло вот это вот, ну, то есть ты пришел к этому языку, ну и, может быть, чуть-чуть ты скажешь именно почему, что с этим связано. Я так-то скульптурой занялся со льдом, лет 14 назад делал ледяные скульптуры. Каждый год, ну там, 2 месяца зимы езжу на север и делаю там скульптуру. Вот, летом ты тоже хочется какой-то материал. Я искал летом какой-то простой материал, такой же простой, живой, как лед. Вот, ну и инструменты, они схожи почти, да, тоже бензопила, там какие-то стамески. Вот, я перешел на дерево, и как просто нехватка льда летом. Ну так-то любимый материал, конечно, лед. Вот, но дерево тоже нашелся вот этот момент с обжиганием, и когда там заготовка путем обжига, ну, как бы оживает, и становится, у него появляется какая-то душа, вот он проходит сквозь огонь, и это интересный такой метафизический какой-то перевоплощение материала. То есть получается, что ты такую ответную стихию нашел. Вот в воде, да, ты нашел дерево, огонь. Да. То есть, в принципе, огонь